6:13. Только что встал, затопил печку. Просыпаемся. Сегодня 26 февраля. Думаю, сегодня я буду возвращаться уже домой. Такие делишки. Ночевал нормально. Спалось хорошо. Расцветает. 4 градуса. Минус 4. Снежок такой небольшой был вчера вечером. Еще после того, как я поболтал на камеру, в принципе, я больше ничего не делал. Лег и спать. Ну, там еще нет, обманываю. Фонарик еле-еле дышит уже, все, не работает. Но села батарейка. И, короче, где-то 9:30, наверное, было, я лег. Лежал, Сережка говорит, ужин так и не сварил, сегодня завтрак буду варить. Воду поставил в кастрюлю, вода закипела, но не хотелось кушать. Я много пил воды и так. Сейчас вот сварю завтрак и буду заниматься своими делами. А дело у меня сегодня. Капканы еще надо снять, и на крышу надо подняться и снег убирать. Сварил я гречки. Порция, 2 порции, наверное, если в столовой что выдают. Хватит. Чайник еще не закипел. И так же, как и в прошлый раз макароны варил, сварил макарон, туда закинул консервы. И вот тебе еда. Но это уже другие консервы. Это не те, которые я перед этим варил. Это совсем другое. И большая разница. Пишут консервы и тушенка высший сорт, но можно попасть на такую ерунду. Но вот это уже консервы, конечно, тук-та полная. Не знаю, что тут. Вроде мясо, но... Так, желе я оставляю. Вот сколько. Сейчас я покажу. Смотрите, сколько всего осталось. Ну, это невкусное. Я из этих консервов уже не раз варил. В прошлый поход я приезжал и как-то хвалил его. Но после того, тех консервов, которые я вот в этом походе, 2 банки я брал с собой, это небо и земля. Все, это я оставляю. И тут у меня, вот смотрите, гречка. Также гречка с тушенкой получается. Так называемая тушенка. Ну, запах делает, ароматизаторов добавляют какие-то. И чай, наверное, созревает тоже. Вот, время сейчас 7 часов 25 минут. Я не знаю, почему я не спешу. Спокойно себя веду. Ну, куда спешить, в принципе. Рано или поздно к Бурану мы все равно дойдем. Вот. Если желе туда закинуть, оно будет жидкое и не очень вкусное. Так, чай закипел. В термос надо залить сразу. Все. Быстро, и долго-то есть, долго разгорается печка. Потом жар, конечно, идет хороший, там тоже плита красная. Сейчас все нагрелось, как хорошо, тепло. Вчера пришел в избушку, так прохладно было. Еле-еле там
Но если сменного белья нету, все. Если просто ждать, когда нагреется изба, можно замерзнуть легко. Трещины только так. То там пойдут, то здесь пойдут. Плита вот тоже с трещинами. Ладно. Сейчас я залью чай в термос. Термос приготовлю. Уже когда я буду возвращаться, пускай будет в термосе чай, чтобы этим не баловаться уже. 3 дня, 4-й день, ни одного выстрела. И только вот что покупаю патроны, пострелушка открываю только по банкам, а живой цель так и не получилось выстрелить. С осени уже живую цель я ни разу не выстрелил. Вот. Ну, уже постельное белье тоже убираю. Там немножко отсырело от стены и так пока оставил. Сейчас я заверну. И вот это одеяло, ну, это личное, и здесь оставлять не буду. Вот этот матрас, 2 матраса и одеяло там, все это я оставляю. Ну, если что, вдруг кто-то придет, попутчики, я не знаю. В следующий раз надо песок привезти. Запас уже снежок начинает идти. Снег. Надо привезти песок, растительное масло. Для собак там крупы запас. Ну, чтобы, если на Буране приеду, чтобы уже на лодке не возиться, там с лодкой сюда таскать. А если на Буране подъеду, я вот буквально к дому, к избушке. Вот так. Ладно, сейчас я завтракаю и пойду работать на крышу. Вот такие планы пока. Я думаю, часа 2 мне работы хватит, если до 10 я уложусь с работой. До 10 примерно. В 11-12 можно уже дернуть отсюда. И не спеша идти. Ну, у нас-то лыжня уже есть, как бы по своей лыжне быстрее получится. Легче. Это по целине сейчас гиблое дело ходить. И еще дополнительно снег начинается. Так что пока дома надо сидеть. А дальше, наверное, думаю, будут походу у меня на рыбалку. Потому что все, охота послезавтра закроется и надо сдать лицензию путевки. Это обязательно сейчас. Сейчас за это тоже, за лицензию, за лицензию за путевки. Раньше как мы делали? Путевку мы брали на охоту, поохотились. Время прошло. Путевку мы не сдавали. Ну, городские, конечно, сдают, а с района ради путевки, ну, мало кто ездил. И я тоже, в том числе, тоже не сдавал. А с прошлого года, знаете как, ну, наверное, по всей России так сделали. Короче, если не сдашь путевку в течение 20 дней, штраф 500 рублей. Да знаешь, бывает, ну, не смог человек сдать. Не захотел человек сдать. Поленился в командировке, не успел сдать. Если уж у охотника такой залет с путевкой, что он не сдал, пусть пропишут штраф 500 рублей, пускай. Я провинился, пускай мне штраф вышлют 500 рублей. Я оплачу без проблем, если я виноват в чем-то. Но это дело, знаете, все происходит через суд. Из-за каких-то 500 рублей человека вызывают на суд, что-то там решают. Я не знаю, как будто убийца какой-то. Вышли
если не сдал путевку, вышли ты по почте, там реквизиты и все дела выплатят вам. А зачем? Ну вот, украдут спичечный коробок, суд. Украдут еще кошелек. 3 года дадут тебе. А когда вот миллиардами воротят и не могут посадить, это, ну, где справедливость? Справедливости нету. Сейчас вот недавно на днях тоже смотрел фильм, я не знаю, что-то там сравнивали, про Китай, все про Китай, вот китайские товары. Действительно, сейчас китайские товары, экономика у них выросла, и китайские товары многие, я лично чемпион, фирма чемпион, мне очень нравится. И многие вещи там тоже делают хорошие. И в этой передаче все время, всю передачу разговаривали, показывали про работы китайцев, как они трудятся сутками, зарабатывают. И про чиновников. Чиновник у них залетел. Не дай Боже, у них на взятке кого-нибудь поймали. У них смертная казнь еще не отменили, и в затылок. Только в путь стреляют. И в то же время вот там в затылок показывали, стреляли, чиновника убивали. Ну, без проблем там с таким. И показали в той же передаче, поймали в России чиновника. Чемодан. 5000 купюр, пачки. И показали его наказание, ему наказание. А наказание шикарная камера с телевизором, с холодильником. Я не знаю, наверное, даже и с обоями. Вот так. Короче, кошелек ты, человек, простой человек, кошелек своровал, посадили на 3 года. И в таких гнилых условиях, наверное, может, и сидит. А миллиарды своровал. Ну, отдыхают и дальше рулят. Но это не надо мне говорить, это все знают. Справедливости в России никакой нету. Вот так. Может, просто я болтаю, может, кто-то слушает. Но факт, что из-за какой-то ерунды наказывают и за все судят, и все наказание идет обычному народу, простому человеку. Понимаем, надо как-то, какой-то контроль должен быть, чтобы не распустилось все это. Не надо оставлять вожжи или как там, чтобы каждый свое, чтобы бардака не было. Снег пошел, ребят. Как будто у нас мало снега, вон. Опять идет. Я работаю. Вышел показать. Какой уровень снега вон. До трубы дошел. Ну, половину уже, можно считать, убрал. Ой, утонул я. Где-то метр на крыше. Плотного снега тяжелого. Я не знаю, сколько тонн тут снега, как в Сибири. Сейчас скоро изба закроется вон уже. Обычно до крыши уровень, когда я раскидываю. Но убрать надо, без этого никак. Вот позапрошлом году, наверное, вот эта постройка моя упала. Ну, по второму разу. У меня упор был вот такой маленький, но, видно, не выдержала. Потом я второй раз построил, и упор уже с потолка такие большие упоры поставил. Сейчас-то точно он не улетит. Ну, далековато, чтобы... Да, он мертвый сейчас стоит. И, думаю, выдержал бы. Но лучше убрать. Понимаю, если я не приехал, не пришел сюда,
Если я здесь, почему бы не убрать снег? Вон, смотрите. Первый раз, вот когда эту избушку мы поставили, один слой доски так покрыли одним слоем, вроде как помнится. И рубероидом, рубероидом покрыли. Ну, знаете, вот, как я говорил, на 10 дней мы приезжали, спешили по-быстрому все сделать. И 3 бревна, вон такие, 1, 2, 3. Здесь у меня 4 метра на избушка, 4 метра. На 4 метра такой упор нужен еще, скажем, 1, 2, 3, 4. Я поставил только 3. 4 штуки здесь надо. И мы поставили на середину, знаете, вот, ну, вот я не знаю, сейчас диаметр на 12 сантиметров, а там у меня вообще было 10 сантиметров, я не помню уже. И под напором снега я тогда не мог часто приезжать зимой. И под напором снега, вот это бревно где-то вот тут, наверное, у меня сломалось. Да, не удержишь. Там стойка, а здесь у меня поломалось. Пришлось мне все это разбирать. Я один приехал весной, смотрю, у меня, блин, авария. Короче, я всю эту крышу разобрал по-быстрому и поменял вот это бревно. Вот это бревно. Это я еще ничего не снимал на видеокамеры. Этим не занимался. Ютуба представления не имел, что такое Ютуб. Интернета не было. А позапрошлом году, наверное, кто помнит из подписчиков, я еще усилил вон там второе бревно. Потому что снега много. Вроде и раньше морозы крепче были, и снега еще больше было. Но и в этом году вот мы видим метр. Ровно на крыше где-то метр снега. И знаете, вес какой у него? Мощный вес. Так, небольшой перекур я сделаю. Вот из труб такой жар идет вон. Видно, не видно. Хорошо, что у меня наполовину даже труба была. Наполовину. Потом все время закрывалось этим снегом. А дополнительно я поставил из жести такой, ну, прижал такой проволокой. И сейчас вообще беды нету. В любое время года ты приезжаешь, ни разу не закроет. До этого уровень, если до туда уровень будет снега, то вообще хана будет. Все уплывем весной. Ну и когда снега много, и весна тоже не резко растает, а постепенно. Если разом все это дело растает, то гиблое дело будет. Вот так. Тишина так, ветер гудит, там верхушки шатает, а снизу на земле вот тихо. И начался снегопад. Вот лыжня уже видно, что пару сантиметров на лыжне уже снег есть. Опять болтаю, ребят, надо работать и бежать уже. Я болтаю. Так, ну что. Так, с дровишки еще надо расколоть там. Расколю дрова. Сейчас сперва с крышей разберусь. 2 крыши надо еще убрать. Ну да, пошел снежок.
Ну вот, примерно показал, как я работаю, ребят. Все, избы не видно практически. Вот под снегом. Как мы пришли, поснимал, показал и в каком состоянии сейчас. А с бани, я думаю, не стоит там. И время я уже не терять не буду. Следующий поход, если что, я приеду или приду, тогда и уберу. А сейчас надо мне еще обратно возвращаться домой. И время я уже терять не буду на уборку с крыши, с бани. Здесь у меня доски толстые, ничего с ним не случится. Это уже не один год так стоит. Вон как снег падает. Ну и еще остается мне только пройтись вокруг амбара. Смотрите, снег. Ну, как смог, я подальше раскидал, но все равно комки падают близко. И мыши запросто могут по этим комкам подняться. Так что я еще здесь круговую уберу. И нормалек. Сейчас я, наверное, минут 5 перекурю. И буду дальше работать. Пока здесь поработаю, а потом надо уже бежать. Даже чуть-чуть сыроватый снег сейчас идет. Ну, 4 градуса с утра было, может, местами даже 0 сегодня. Думаю, так и есть. Ух. Вот так. Там слой такой оставил, потому что у меня там рубероиды, чтобы не проткнуть. Надо привезти еще рубероид мне в этом году. Обязательно, это обязательно. Еще повторно постелить рубероид. Это надо сделать. Если пробьет где-то, все намочит, это нехорошо. Так, 11:42. Я пришел с леса. С лесу-то есть. Был в тайге сейчас. На тот берег схожу. Долго думал. Там спуститься уже с рюкзаком. И, короче, я надумал, что лучше я налегке схожу туда. Так и сделал. Я снял все капканы. Все чисто. Охота завершена, закончилась в этом году. Навигатор с собой взял и патроны. Больше ничего не брал. Даже рюкзак не брал. Вот. Эту куртку я оставлю. Куртку оставлю. Так. Пусть подсохнет. Какой-то сыроватый такой. Погода вообще. И чтобы не потеть, кофту я не надевал. Я этот старый здесь висит у меня сменная. А это оставляю. Пусть висит. Штаны тоже поменяю. Это тоже отсюда эти штанишки-то. Перчатки запасные. А эти рукавицы вообще сырые, вон какие. Здесь куда-нибудь. Куда вы поставить? Вот так, наверное. Здесь пусть подсохнет немножко хотя бы. Последние минуты, ну последний час, скажем, этого похода. На улице кошмар, снег пошел. Сейчас как навалит еще. Сейчас уже вот этот. Вот. Когда пришел, легко было идти. На следующий день уже чуть-чуть тяжелее. А вчера вообще уже кошмар был. А сегодня, ну вот, где-то вот прошлый поход вот столько, наверное, проваливался в снег. Легко было ходить. Такой марш-бросок я сделал
оставалось несколько километров, я до сюда доходил и обратно пошел. Сейчас подниматься уже вот столько, наверное, не держит. А сегодня ходил уже, где-то вот столько. И считай, сейчас налегке у меня такой карабин, я не знаю, почему таскаю. Но для этого и купил, чтобы таскать. Бывает там без оружия много чего видишь, а с оружием бывает и вообще никого не встретишь. И налегке сходил, и вот столько. А вчерашним рюкзаком, если вот у меня топор и все остальные вещи для ночевки я брал, вот, уже вес такой был дополнительный. И чем тяжелее человек, тем глубже он проваливается. А вот многие спорят, что чем шире лыжи, тем меньше проваливаешься. Это я никогда в жизни не соглашусь. Нет, это без разницы. Если снег не держит, хоть у тебя метровая ширина лыж, все равно ты будешь на ту же глубину проваливаться. Это бесспорно. Бесполезно спорить. Я не соглашусь. Ширина у нас у охотников, охотничьих лыж стандарт. У нас Нившевской делают 12 сантиметров. Строго 12 сантиметров. Но в Сибири как-то пошире, наверное, даже 30 сантиметров, я думаю, делают. Но я вот сейчас, которые лыжи, вот на чем я хожу, у меня лыжи я сделал 13 сантиметров. Я не знаю почему. И сделал так компактно, не такой высокий. Были лыжи 1,90 м, а этот, наверное, 1,70 м, наверное, высота у меня лыж. И 13 сантиметров ширина. И вот, скажем, 13 сантиметров ты проваливаешься на 15 сантиметров. И хоть у тебя 30 сантиметров лыжи, все равно так же провалишься. И если на лыжах ты проваливаешься 10 сантиметров, и буран также проваливается. Но сейчас такая глубина и такой снег, что на лыжах еще более-менее проходимо, а буран не едет. Вообще коротыш. Я имею в виду коротыш. И каждым разом, вот сколько мне комментарии писали, что вот длиннобазовый буран легче едет. И сейчас вот у меня тоже друг, охотник, сейчас я чай налью, и у него друг купил тоже новый буран, лидер, или как он, лидер вроде, базовый буран. И разница, говорит, я не знаю, 30 сантиметров с коротким бураном. Но, говорит, прет как танк и не проваливается. А коротыш вот чуть-чуть газку дал, и вот так. Вот в моих фильмах, если внимательно, да, я знаю, внимательно все смотрят, и все мои слова слушают так, чтобы, может, некоторые на любое слово могут прицепиться там, или еще не так скажешь. И вот, короче, на моих видео там вы видите, чуть-чуть газку даю, и все, буран так сразу вот на этом походе, вот когда я разворачивался, то же самое я пересматривал видео, и видно, как мой буран тоже тонет.